В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Пункт вакцинации продолжает свою работу на территории строительного рынка в Якутске. В России с нового года изменится порядок выплаты пенсий. В футболе только девочки. В Якутске проходят тренировки по мотивам диснеевских мультфильмов. Начнем выпуск с эпидобстановки в регионе. За минувшие сутки выявили 276 случаев коронавируса. Так, 125 заболевших обнаружили в Якутске, 22 в Мирнинском районе, 20 в Алданском, 15 в Мегино-Кангаласском, 14 в Хангаласском районе. В Амгинском и Нюрингринском районах зарегистрировали по 13 заболевших, в Ленском и Сунтарском районах по 8, в Намском и Нюрбинском районах по 6, в Жиганском, Кобяйском, Аймиконском, Алекминском и Усть-Алданском районах по 3. Кроме того, 4 случая зафиксировали в Вилюйском районе, 2 в Оленёкском, по 1 в Верхневилюйском, Горном, Момском, Тампонском и Чурапчинском районах. Тем временем республиканская больница номер 2 предлагает всем желающим сделать флюорограмму, также пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Ежедневно с 8 до 20 часов на территории строительного рынка медики принимают горожан и гостей столицы. При себе необходимо иметь паспорт. Начали получать больше людей, чем первый раз. И те, которые там против были, почти начали получать все. Я вижу, вы работаете без компьютера, то есть вы заполняете только анкеты. Да, здесь, и потом идем в больницу и там заполняем в компьютере. Тут просто компьютер не замешается, поэтому. В течение какого времени привитому уже приходит информация на государство? После второго гамма-ковида. Если не сейчас получаете, через 3 недели получаете вторую, потом приходит. А если только лайт получает, то в течение 3 дней обычно приходит. Иногда через день сразу приходит. Обманутые дольщики Мериканова. В Якутске этот долгострой по улице Каландаршвили знает практически каждый. Напомню, застройщик «Северная строительная компания» в 2014-2015 годах заключил 39 договоров долевого участия с 48 гражданами на общую сумму 88 миллионов 800 тысяч рублей. Но строительство так и не завершил. Борьба людей за свои кровные квадратные метры длилась много лет. И вот, наконец, история подходит к концу. Подробности знает Дмитрий Тымыров. Анастасия вместе с супругом вступили в долевое строительство еще в 2014 году. Но потом застройщик обанкротился. И вместо заселения в новую квартиру семью ожидали долгие судебные тяжбы. С тех пор прошло ровно 7 лет. Северная строительная компания предлагала квартиру в этом доме по доступной цене на тот момент. Но мы в ноябре 2014 года вступили в долевое строительство рассрочкой. До 2015 платили, все вовремя. Примерно год платили, да. И когда началось, мы уже поняли, что процесс вообще никакой не идет, мы решили. У нас задолженность осталась 136 тысяч, и уже дело шло к банкротству. 2 года жильцы судились с застройщиком и бились за право, чтобы их признали обманутыми дольщиками. И вот в 2016 году их внесли в этот список. Тогда же, с согласия Минстроя России, в рамках процедуры банкротства была произведена замена на нового застройщика. Акционерное общество «Якутпромстрой» принял на себя все обязательства по завершению строительства многострадального объекта. Объект нам предложил в то время работавший министром Моргунов Павел Анатольевич, предложил рассмотреть данный объект с переходом к застройщику по законодательству о банкротстве с предоставлением компенсационного участка. На то время у нас был на примете участок, и мы решили для себя, что это не будет в убыток, потому что все-таки акционерное общество – коммерческая структура. И взялись за оформление. Помимо документации предстояла большая работа с подрядчиками. Оказалось, что Северная строительная компания не только обанкротилась сама, но и не заплатила субподрядным организациям. И только благодаря поддержке региональных властей удалось закрыть все проблемные зоны.
Проблема была по объекту в том, что недостаточно было исполнительной документации, так как предыдущий застройщик противодействовал и в полном объеме документацию не передал. Вот. Были неоплаченные работы у субподрядных организаций, которые вот на сегодняшний день геопроект, они до сих пор остались от предыдущего застройщика неоплаченными, и при этом уже мы им оплачиваем за то, что восстанавливаем систему охлаждения грунтов. Сегодня совместно с гражданами проводим осмотр дома номер 38 по улице Каландришвили. Участвуют иные заинтересованные ведомства. В принципе, строительные работы выполнены, ведется окончательная приемка, и в ближайшее время люди получат ключи от долгожданных квартир. Этот пример показывает, что конструктивный диалог бизнеса и органов государственной власти приводит к конкретному разрешению проблем граждан. Кроме того, отмечу, что ранее по факту злоупотреблений правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение по которому нами утверждено и в настоящее время направлено для рассмотрения в Якутский городской суд. По плану многолетнее строительство должно было завершиться в следующем году. Однако благодаря упорной и кропотливой работе строителей объект будет сдан уже в декабре. То есть ключи дольщики получат буквально через пару недель. И, наконец, встретят Новый год в новых квартирах. Между тем, власти региона продолжают работу с обманутыми дольщиками. На сегодняшний момент в едином реестре проблемных объектов у нас числится всего 10 проблемных объектов, 9 застройщиков, из них 8 многоквартирных жилых домов и 2 объекта нежилого назначения. Всего у нас заключено по этим проблемным объектам 552 договора долевого участия. В целом задача министерства до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками в регионе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Получать госуслуги якутянам стало еще удобнее благодаря внедрению в работу центра «Мои документы» искусственного интеллекта. Умный помощник Татьяна, названный в честь первого руководителя МФЦ Татьяны Гладковой, приступил к работе. Сегодня Татьяна консультирует якутян по популярным государственным и муниципальным услугам. С августа этого года умный помощник научился записывать граждан на прием в любой офис центра по всей республике. За это время с ее помощью на прием записались более 2600 человек, обработано порядка 30 тысяч запросов якутян. А осенью Татьяна начала изучать якутский язык и уже умеет распознавать 137 национальных имен. Всемирный день телевидения отмечают сегодня. В честь праздника якутская телебашня загорится подсветкой. Также сегодня будут включены телебашни в других городах России. Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум. Он призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России. Днем рождения Отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года. В наш регион регулярное телевещание пришло в 1963 году, когда в Якутске появился свой передающий комплекс. Обладатель медальона за профессионализм по компетенции кондитерское дело чемпионата WorldSkills Степан Кириллин открыл авторскую студию в Якутске. В своей мастерской кондитер собирается обучать не только желающих, но и готовить участников WorldSkills к предстоящим соревнованиям. Подробности в материале Ульяны Шагиной. 23-летний талантливый Степан увлекся кондитерским делом еще в детстве. Сегодня он настоящий профессионал своего дела. Обучался у мастеров Франции, Швеции и других стран. Теперь, набравшись опыта, готов делиться своим умением и с другими. Здесь будет обучаться начинающие кондитера, желающие, студенты, школьники. Чему будешь их учить? Буду учить именно по заданию, по конкурсным заданиям, по WorldSkills в основном. Там сложные десерты, например, скульптуры, корпусные конфеты и так далее. Студия Степана находится в частном секторе. Тишина и умиротворение становятся главными спутниками, когда мастер творит настоящие произведения искусства, используя не только шоколад, но и ягоды, к примеру, бруснику и морожку. Молодой кондитер уже имеет порядка 30 своих личных рецептов, но не перестает постоянно экспериментировать в поисках такого шедевра, который смог бы удивить самых искушенных ценителей сладкого. Я проходил
зарубежные курсы по кондитерскому делу. И там уже набрался опыта у многих самых известных кондитеров. И можно сказать, у меня накопилось очень много рецептур, очень много идей. Студия только начинает работать, но запись на обучение у талантливого кулинара уже на месяц вперед. Есть в планах и делать сладкое на заказ, но большого размаха пока не планируют. Отличие мастерской от промышленной кондитерской пекарни как раз-таки в том, что здесь упор делают именно на обучение. Сложные начинки, темперирование шоколада и покраска, велюр. Вот это все, в принципе, тоже является некого рода творческой работой. И мы хотели бы, конечно же, в первую очередь удивить, скажем так, население и жителей нашей республики тем, что начнем готовить кондитеров, которые будут работать, скажем так, с высокой кухней кондитерской индустрии. Еще одна ближайшая цель Степана – принять участие в 2024 году в международном чемпионате World Chocolatier Masters, где свое умение показывают лучшие кулинары мира. Так что, тренируя в своей мастерской желающих, кондитер будет оттачивать и собственные навыки. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Еще с советских времен бытует мнение, что футбол – это увлечение исключительно для мальчиков. Тренеры футбольного клуба «Спартак» юниор успешно ломают этот стереотип. Благодаря проекту UEFA Playmakers более 33 девочек делают свои первые шаги на футбольном поле. При этом тренировки проходят в не совсем привычном формате, а в игровой форме по мотивам популярных мультфильмов Disney и Pixar. Спортсменки проходят курсы из 10 тренировок. По завершению каждая получает сертификат. Как рассказали тренеры, такие занятия предложены с целью развить интерес к данному виду спорта. А после уже каждая участница может вступить в ряды женской футбольной команды среди юниоров. В отличие от стандартных тренировок, к которым все привыкли видеть, тренировки в проекте UEFA Playmakers, они проходят по уникальной методике, разработанной Европейской ассоциацией футбола совместно с Disney, и где девочки в течение тренировочного процесса они проходят сюжет из мультфильма. То есть такие же супергерои решают задачи в команде. То есть таким образом проявляют свою инициативу, развивают лидерские качества. И самое главное, они учатся работать в команде. На этом вся информация. Оставайтесь с нами.